Так писалась история. Эта сцена показывает, как проходило подписание договора о единении ингушей с Россией. 252 года назад вблизи селения Ангушт на поляне Бартпосе наши предки определили судьбу народа. Тогда старейшины решили, что будущее ингушей неразрывно связано с Россией. Тем самым они, мудрые и дальновидные, положили начало новой эре в истории народа. В присутствии академика Иоганна Гюльденштедта и при большом стечении народа, сам Иоганн Гюльденштедт свидетельствует, что там было свыше 800 человек, вот эти старшины ингушские от всего ингушского народа принесли присягу на верность России. Устраивали джигитовку, скачки, танцы. Этим объясняется, что в принципе весь народ был за то, чтобы принять российское подданство. Это подписание соглашения было не спонтанным и далеко не первым контактом ингушей с российским государством. Еще во времена Руси на Кавказ приезжали исследователи и дипломаты. Они изучали народ, его нрав и обычаи, делали из этого определенные выводы. Союз с предками ингушей, то есть с нами, был очень выгоден как в политическом, культурном, так и во всех отношениях, как для России, так и для нашего народа. Для России, поскольку мы занимали центральное место, и поскольку культура наших народов, слово данное, честь, достоинство, все это способствовали тому, что мы умели очень добро принимать и тех посланцев, которые с России приезжали на Кавказ, и тех, кто занимался исследованиями, а исследования на Кавказе начались задолго до самого акта присоединения. Мы знаем, что с 1725 года, когда была открыта Российская академия наук, исследования уже велись на Кавказе. Многие европейские ученые, российские ученые приезжали, занимались исследованиями. Что касается нашего народа, так и незадолго до того, как этот акт состоялся, мы уже принимали участие в войнах на стороне России и защищали земли. 12 июля 1770 года коллегия иностранных дел России одобрила этот договор, а через 40 лет, в августе 1810 в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. С тех пор в жизни ингушского народа началась новая полоса. Никем не покоренные и свободные, как орлы, они добровольно обрели новую семью. В договоре написано: «Российское государство даст им для защищения от внешних неприятелей российское войско, которое должно находиться в деревне их Назран». С 1770 года ингуши ни разу своей присяги не изменили. Наши земляки принимали участие во всех крупных войнах Российской империи, Советского Союза и ее преемницы России. О том, как ингушские войны стояли на страже Родины, напоминают и памятники на мемориале памяти и славы. Принимая участие на стороне российского государства и в Первой мировой войне, небольшой ингушский народ, по численности небольшой, дал 5 генералов Российской императорской армии. В процентном отношении это значительное число. Более 30 полных георгиевских кавалеров. То есть там, где были, они с честью уступали и защищали земли российские. И какие бы события ни происходили в стране, народ наш выступал всегда с честью на стороне решения, которое принималось в центре. И в годы революции, защищая советскую власть, и в годы Великой Отечественной войны мы знаем, что под Малгобеком сражение происходило параллельно со Сталинградской битвой, и здесь проявили чудеса героизма, и город наш сегодня является городом воинской славы. Конечно, мы понимаем, что народ воинственный, народ героический не мог быть депортирован, поэтому звание города мы получили не так давно. Полученная в начале 90-х годов прошлого века самостоятельность ингушей казалась очень хрупкой и призрачной. Советский Союз, который был общим домом для сотен народов, развалился. И тогда снова наши отцы предпочли остаться в составе России. Подавляющее большинство, 94%, проголосовало именно за нахождение республики в составе Российской Федерации. Другого не было. Я много изучал документов по этому референдуму, писал и убедился, увидел, что действительно это было тоже продуманное, единственное возможное верное решение. Сегодня маленькая Ингушетия – самостоятельный субъект большой страны. Мы развиваемся, строим, созидаем. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев. Новости 24.